Сейчас я буду очень долго тупить. То есть у меня необычная внешность. Камон. Ну, не время сейчас заводить семью. Они там все считают в евро. На Это было Европу. 50 тысяч евро? То есть выиграла не ты, а выиграл костюм, который на Нет, тебе? это не обидно. Камон. Господи, какой каверзный вопрос. Ну, отлично. Для конкурса ее рост был, ну, просто очень низким. Это здорово. Сегодняшний формат – это интервью. И на первое свое интервью я пригласила Елену Егорову, участницу конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия», участницу конкурса «Мисс Модель Мира», проходившего в Китае, и просто красивую девушку. Всем привет. Мы думали, что ты выиграешь. Ну, ожидания не оправдались. Ты сама как думала вообще? Ты с каким настроем шла на этот конкурс? Как и все девочки, я надеялась на победу. Ну, не выиграла, ничего страшного, я не расстраиваюсь. Идем дальше. Куда идем дальше? Развитие. После конкурса «Мисс Модель Мира» мне начали писать и предлагать контракты очень много модельных агентств. Именно вот в Италии, в Германии очень много. Поэтому думаю в будущем как-то связать свою жизнь именно с этим. Ну вот поэтому скажи мне, Лена, зачем тебе было необходимо участвовать в конкурсе республиканского масштаба, если ты уже до участия в этом конкурсе принимала в более крупном? Стать мисс Республика Саха-Якутия я мечтала еще с самого детства. Девушки, которые стали мисс Республика Саха-Якутия, они очень красивые, статные. Не знаю, они меня всегда вдохновляли, и как-то всегда хотелось на них равняться. Ну, а ты считаешь, что девушки, которые не участвуют в конкурсах, они менее красивые или менее статные? Нет, конечно же, они не менее статные, но меня всегда привлекала эта красота конкурса. Ну, это атмосфера, Атмосфера, да? Вот ты говоришь, что тебе уже поступали предложения и из-за рубежа. Ну, разве это не классно? То есть разве это не то, что ты бы хотела делать? Честно, я до сих пор пытаюсь себя найти, я не знаю, чем я хочу заниматься. У меня уже диплом в июне, и мне надо как-то закончить обучение. Нужно думать более серьезно. Моделинг – это несерьезно. Нет, это серьезно, но это не то, на что можно тратить всю свою жизнь. И тебе не кажется, что вот конкурсы такие, они создают в обществе напряжение? То есть девушки смотрят другие, да, но не все же родились с ростом, кстати, какой у тебя рост? 177. 177. Видишь, не все родились с ростом 177. Женщина, которая смотрит на конкурсы красоты или там, допустим, как-то вот, наблюдает за всем происходящим, она начинает чувствовать себя недостаточно высокой, недостаточно красивой, с недостаточно там правильной посадкой глаз. Ну, я считаю, что нет некрасивых женщин, есть просто неухоженные женщины. Ну, то есть можно и с любым ростом можно выглядеть красиво, если правильно ухаживать за собой, если не иметь вредных привычек, если не заниматься спортом, если там не мыться, грубо говоря, не соблюдать правила гигиены. Просто у нас девочки были разного роста абсолютно. От 180 до 168. А требования какие по росту? Требования, на самом деле у нас прямо четкого ограничения не было. Смотрели действительно по внешности, и девочки, они действительно выглядели очень достойно, с любым ростом абсолютно. Ну а для чего участвуют девушки, которые, тем не менее, да, так скажем, не дотягивают до этих стандартов? Вы это обсуждали? То есть девочки делились, допустим, они говорили о том, что, мы, наверное, не выиграем, у нас рост не такой, как у вас. Такого не было. Я помню, на конкурсе «Мисс Модель Мира» девушка заняла номинацию Best Body. У нее был рост 165. Для конкурса «Мисс Модель Мира» ее рост был просто очень низким. Действительно, она заняла еще номинацию с таким ростом. Любая девушка, которая участвует в конкурсе, она все равно либо рассчитывает, либо надеется на победу, да? Вот, ты сама как это объясняешь? Почему не ты? Возможно, я как-то зажалась на сцене. Я больше действительно модель, чем мисс. Я не работаю на публику. В следующем году ты планируешь участвовать? Может, надо добить все-таки эту тему? Я думаю, что это мой последний конкурс. Дальше я буду закрывать диплом, устраиваться на работу, либо поступать в магистратуру, либо устроить какое-то модельное агентство за рубежом. Но, в общем, я пока не знаю. Я пока что отдыхаю и думаю, что делать. Мне просто показалось, что выход в купальниках, такой был достаточно откровенный, да, то есть для такого статуса мероприятия. Я бы его поняла на «Мисс Бикини»,
Ну, вот эти вот две веревочки и треугольники, да? Нет, меня ничего не напрягало. Купальники были отличные, качество шикарное, не спадали, ничего, супер все. Да. Цвет шикарный был, мне очень понравилось. Ты в модельном бизнесе, и есть ли возможность зарабатывать на этом? Ну, смотря где. Ну, я говорю про Якутск. В Якутске у нас, конечно, моделинг, он не особо сильно развит. Вот. До сих пор? Он развит, но я оцениваю, как, например, сравнение Москвы и Якутска. Вот, если в Москве на фэшн-вике можно заработать 400 тысяч, ну, просто там у нас, как сказать... Будучи моделью? Да, То есть на будучи выходах, на да? выходах, да. М. Например, один выход стоит 8 тысяч. Если ты за один показ вышла 2 раза, то уже 16. Читаю ваши комментарии к уже имеющимся выпускам. Что вам надо, люди, я вообще не понимаю. Так выглядит, не так выглядит. Вы знаете, сколько вообще стресса на самом деле подготовить, сделать и выпустить передачи, которые мы делаем? Ну и, конечно, страдает в первую очередь кожа. Поэтому я хочу рассказать о таких средствах. Да, у нас успешный успех, у нас первая интеграция. Вам это знакомо? Я думаю, нет. Почему? Потому что это абсолютно новая линейка, которая появилась в магазине корейской косметики mire.ekt. Я очень-очень сильно люблю этот магазин. Владельцы очень большое внимание уделяют качеству продуктов, тому, чтобы был действительно максимально и органический состав, и максимально полезный. Это то самое средство, которое я уже опробовала на себе. Я вам скажу, результат прямо супер. Cellbrick, новая линейка высокотехнологичной косметики. Уровень воздействия, который на самом деле гораздо-гораздо сильнее, чем обычная косметика, даже самая классная корейская. Могут пользоваться не только взрослые, но и дети. Заходите в магазин mire.ekt, спрашивайте у консультантов, они вам более подробно расскажут. Обращайтесь по адресу, указанному в описании к этому видео. Берегите себя, ухаживайте за собой, любите себя. Не знаю, планируешь ли ты завести семью, когда ты это планируешь сделать, сколько бы ты детей хотела, ну вообще думала ты об этом, или может у тебя уже есть молодой человек? Очень много дел, очень много работы, и просто нет времени на отношения. Я думаю, что, ну, я сейчас, как и многие девушки моего возраста, находятся в поиске себя, в развитии. Ну, то есть они хотят найти место в жизни, выучиться, да. Ну, не время сейчас заводить семью, выходить замуж. Ну, по мне так, лично для меня. Хочется сначала себя реализовать. Даже не знаю, где я буду жить, в каком городе, какая может быть семья. Ну, а так вообще абстрактно задумывалась? Какие у тебя, допустим, требования к человеку, который будет твоим спутником жизни? И я не задумывалась об этом всем, о парнях, не задумывалась о замужестве, не задумывалась. Я думаю лишь о развитии, о том, как бы закончить учебу без троек. Ну, в общем, для меня сейчас главное развитие. Я поняла. Это здорово. Это здорово. Такое классное поколение. Не то, что мы. Сколько тебе лет? 22. 22. В 22 я уже была мамой 3-летней девочки. И моей дочери 22 года, она говорит, я в шоке. Ну, просто я не имею образования, не имею работы, как я могу заводить семью? Молодец. Интересно, вот какой самый большой гонорар, который ты заработала за свою карьеру? За свою карьеру? Так, я состою в модельном агентстве в Москве, и у нас иногда выпадают интересные возможности. То есть в Москве, например, я азиатка, ну, то есть у меня необычная внешность, вот, и поэтому мне часто выпадают довольно-таки хорошие, как сказать, предложения. У меня была съемка для польского, по-моему, журнала. Вот, каталожная съемка, чистая одежда, мне заплатили за это 50 тысяч. Ну, просто они там все считают в евро, в долларах, и поэтому на Это было Европу... 50 тысяч евро? Нет, рублей. Рублей. Да, просто это за 2 дня всего лишь. Как сказать, конечно, деньги хорошие, но вот если работать на Европу, то да, деньги нормальные. Можно Можно зарабатывать. заработать, да.
Поняли? Смотрела твой инстаграм, и там очень много фотографий из зала. Ну, хочется, чтобы тело было сильное, а не просто худое, просто с какими-нибудь мышцами там подтянутое. Ну, тебе это удается. Да, Тебе это да. прекрасно удается. Мне кажется, гибкое, сильное тело — это прям то, что нужно для меня. Ну, как-то странно, да, и мисс интернет тебе, и мисс зрительских симпатий. А Ну, тебе не кажется, что это вообще все-таки утешительные призы? Нет, не кажется. Почему? Потому что во всех конкурсах есть номинации. Ну, во всех конкурсах есть утешительные номинации. Нет, это не утешительные номинации, это номинация отдельно за что-то, что ты там стал лучше в какой-то именно сфере, подсфере. Ну, какая сфера, например? Ну, Ты сфера стала лучше в интернета. интернете? Да, да, сфера интернета, сфера костюма, сфера там, не знаю, Вот что костюм? фигуры. Вот тебе не кажется, что костюм в целом, да, это, ну, немножко как бы обидно? То есть выиграла не ты, а выиграл костюм, который Нет, на тебе. это не обидно. Например, у нас на Мисс Модель Мира, я же рассказывала. Это же как бы мастерство швеи, которая изготовила его. Ну, это еще как подать нужно, как преподнести. Как ты смотрелся в этом костюме? Может, он был тебе большой или, наоборот, он был тебе маленький? Камон, ты же стройная молодая девушка, да? Вы все, в принципе, примерно одного стандарта. Ну, любой какой-нибудь костюм из коллекции точно сядет. В чем проблема? Ну, я бы не сказала, что любой. Некоторые могут быть поменьше, некоторые побольше. И кто-то может хуже показать, да? Кто-то может хуже Было показать. такое? Ну, я не видела, как девушки выступают. И, честно, я не видела. Но я сделала максимум, что я смогла. С точки зрения конкурса, насколько они оправданы? Насколько они оправданы, но они помогают именно расти как личность. Как тебе помогает расти как личность номинация, победа в номинации «Лучший национальный костюм»? Ну, господи, какой каверзный вопрос. Он не каверзный, он напрашивается. Ну, это вдохновление, во-первых. Я даже не знаю, что ответить. Именно, нет. Ну, ты же нет. сказала, что тебе это помогает развиваться. Вот что ты вкладываешь? Вот как он Именно помогает? само участие помогает развиваться как личность. А я про номинацию спросила. Ну, именно номинация. Так, сейчас я буду очень долго тупить. Так, я думаю, что именно то самое, как я показала этот костюм, как я его презентовала, дало мне эту номинацию, а не сам костюм. В вашем конкурсе изначально афиша подавалась так, как будто концерт Меладзе на фоне конкурса. Или конкурс даже идет как будто фоном концерту. Ну, помнишь вот эти анонсы, да, зеленая афиша, фотография Меладзе и сверху логотип конкурса. Ну, как-то странно. Мне кажется, наоборот, это Меладзе у нас был на подтанцовке, а сам конкурс, он был главным, потому что зрители, чувствовалась отдача зрителей, они все остались до конца, то есть никто не ушел. Ну, конечно, они же хотели Меладзе тоже посмотреть. Меладзе давно закончил, а зрители остались, никто не стал собираться, никто не стал уходить, все ждали результатов. Поэтому, сказать, мы переплюнули Меладзе, мы его сделали. Говорили о том, что зрители подтянулись именно к концерту. Нет. То есть в нет, 2 раза нет, больше нет, стало зрителей в «Триумфе» именно к началу концерта. Нет, это абсолютно не так. Это не так. Неправда, да? Когда я вышла, у нас тогда, получается, была только-только презентация, я смотрю, зал полностью забит, все сидят. Просто вот центральные ряды были заполнены, VIP-места были заполнены, на танцполе было очень много людей, все смотрели именно на нас. Так что люди были прямо с самого начала до самого конца, никто не уходил. У нас был интеллектуальный этап в форме теста. Письменного? Да, письменного теста. И на что вы, на какие вопросы отвечали? Ну, там вопросы были касательно Второй мировой войны и якутских писателей. И где потом эти результаты? Результаты огласили. Топ-5 было названо девочек в самом начале, вот когда тесты проверили. Плюс там надо было рассказать о любимой книге. Какая у тебя любимая книга? Скорее всего, это «Цветок пустыни». Это книга о девушке, которая родилась в очень бедной стране. Ее хотели женить на очень, очень богатом, но старом мужчине. В итоге она сбежала и стала очень известной моделью. О чем-то ты думала до того, как поучаствовала в этом конкурсе? Были какие-то ожидания, и у тебя мнение изменилось? Вообще могу сказать, я познакомилась с замечательными людьми, с замечательными девочками. До сих пор прямо скучаю по всем, вообще по всему этому образу жизни. Вот. И, конечно же, я очень рада за Лилю, действительно достойная победа.
Она достойная девушка, достойная, безусловно, достойная мисс да. Якутия. И просто вот хотелось бы сказать большое спасибо всем. Ну, отлично. Лен, спасибо тебе большое за то, что ты пришла и дала такое замечательное интервью, столько всего интересного. Я тебя от всей души поздравляю. Я считаю, что в любом случае ты победительница. Будь победительницей по жизни, и пускай тебе в этом поможет косметика от магазина Мире. Это мой любимый магазин корейской косметики. Ну, конечно, тебе много пока не требуется. Ты молода, красива. У нас в гостях была Елена Егорова, участница Мисс Республика Саха-Якутия. Умница, красавица, целеустремленная девушка. Спасибо тебе еще раз большое. А вы не забывайте, что вам следует делать. Это лайки, подписки и комментарии. С вами была Алена Алексеева, канал Алексеева Лайф. Пойдем.